Шинтоп-трофи колымским маршрутом задумывалась как экспедиция, главная цель которой – достигнуть Магадана по давно заброшенной дороге, которую лишь изредка балуют своим присутствием водители на своих большегрузных автомобилях. Ну и такие экстремалы, как мы. Несмотря на экспедиционную направленность Шинтоп-трофи, всех участников пробега ждали серьезные испытания в пути. Я не говорю сейчас о разрушенных мостах, переправах через реки и разбитые дороги. Каждому экипажу в серьезной борьбе предстояло доказать, что он не случайный попутчик на этой трассе. Организаторы пробега еще в начале пути обещали соревнования, в ходе которых станет ясно, какая же команда является собой единство, силу духа и надежность в одном лице. И сегодня настало время первого этапа соревнований «Колыма. Чудная планета». Август, 12 градусов тепла, а посреди реки Тарын, так якуты называют наледь. Именно здесь, на реке Кюбиме, и предстояло разразиться первому ледовому сражению среди джиперов Владивостока, Хабаровска, Находки, Южно-Сахалинска и Якутска. Наш президент на время трофи Александр Халянов, проникшийся духом колымской трассы, облачился в телогрейку, явно не по размерам, но, видимо, соответствующего внутреннему состоянию, начал объявлять условия гонки. Старт и финиш дается отмашкой флага. Вот флаг. Оксана фиксирует результаты. Семен отвечает за зачет времени. Ты засекаешь. Трасса. Улыбайтесь мне, ребята, лишнюю секунду будет. Главный критерий — скорость. Проходим поочередно вот эти 3 ворота. Заворачиваем около большой вешки. Возвращаемся обратно. Старт и финиш те же ворота производятся. Значит, ребята, пока все собрались, в обязательном порядке ближний свет, в обязательном порядке пристегнуться. Оба требования не обсуждаются. Кто сломает машину, результат аннулируется. Когда все формальности были улажены, наши внедорожники прошли по всему маршруту, так сказать, набили трассу. И вот первая отмашка первого соревнования Шинтоп-трофи на якутской земле. Вернее сказать, на якутском льду. Главное условие гонок, как и везде, пройти трассу как можно быстрее. 500 метров, 2 скоростных участка, змейка и резкие повороты. Все бы ничего, но лед есть лед. Среднее время прохождения по импровизированному ледовому треку около 2 минут. Однако экипажу «Леди за рулем» немного не повезло. Чуть съехав с набитой трассы, они провалились, да и средняя скорость оставляла желать лучшего. Да, у них время не очень. Не успеют. Даже к 3 не успеют. Но чтобы не терять время, пока представительницам прекрасного пола помогали выбраться из ледяного плена, некоторые уже думали над названием нового вида спорта. Гонки, потому что ледовые гонки — это другое. Да, ледовые рода — это другое. Да? Надо собственное название дать. Это видимо спорта. Августовский лед, летний лед, что-нибудь такое. Однако позже все же решили остановиться на якутском названии. И правда, горячий Тарын, чем не название для экстремального вида спорта, тем более что зародился он на нашей земле Аланхо. И кому как не нам предстояло одержать первую победу в первом этапе соревнований «Колыма. Чудная планета». Триумфальное выступление Олега Прокофьева и Раиля Залялова на ленд-крузере Прада я предлагаю посмотреть вам без всяких комментариев.
Вот так. Никакие торосы, никакие ледяные глыбы и промоины не смогли остановить экипаж под номером 141. Олег Прокофьев и Раиль Залялов заработали первые победные очки для якутской команды. Как мы рассказывали в прошлой программе, первый этап соревнований «Колыма. Чудная планета» завершился безоговорочной победой якутской команды. Однако джиперов еще ждало впереди множество спортивных приключений. Но об этом позже. Сейчас местом нашей стоянки стало красивейшее озеро Улу. И первое, что мы оборудовали для себя прямо в тайге, была баня. Да-да, что только не придумает русский человек, чтобы окружить себя комфортом. Видимо, от прежних постояльцев озера, охотников или рыбаков, нам досталась печка-буржуйка. И вот, спустя полчаса на ней уже кипела вода для банных процедур. Готовим баню. Нам еще коромысло надо. Кстати, стоит отметить, что дисциплина в ходе нашей экспедиции была на достаточно высоком уровне. Помимо развлечений, без которых, пожалуй, не обходится ни одно серьезное приключение, каждый день из числа экипажей участников Шинток Трофи назначались дежурные, в основные обязанности которых в основном входило приготовление еды для всей нашей экспедиции. Однако никакие кулинарные изыски не шли в сравнение с природными красотами. Как утверждают старожилы этих мест, озеро Улу в некоторых местах достигает неимоверной глубины – около 120 метров. Поговаривают даже, что в нем водится чудовище, подобное лохнесскому или лабынкырскому. Один участник экспедиции из Находки попытался даже проверить эту легенду, но в последний момент был просто ошарашен увиденным. Там просто бездна. Да. Просто бездна. Вот как вот те горы, видишь, уклон? Вот как будто ты на вершине горы, а глубина 120 метров вниз. Вот просто вот здесь вот 3 шага, и вот так отвесно спускается, вот как та гора. Градусов, короче, 60, наверное. Ну ты пробовал? Там полого, да? Да там страшно туда смотреть. Я говорю, просто ничего не видно. Причем не из-за того, что вода непрозрачная, а из-за того, что, короче, просто сразу уклон. Вот я здесь стою, а через 3 шага просто глубина. Нашей якутской команде также было важно перенять опыт шатунистов. Покатушки выходного дня якутские джиперы проводили и раньше, но что касается длительных затяжных экспедиций, в таком проекте мы не участвовали ни разу. И, наверное, большой удачей для создаваемого джиперского движения в Якутске стало участие в Шинток Трофи 2005. Это не только неоценимый опыт, но и новые друзья, которыми мы, несомненно, стали за время нашего путешествия. Плыли внизу реки Балябы, у всех отцов падали шляпы. Вот красота, только бы папа не увидал. Я уже улетал, но отец увидал, представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежала. Папы страшен оскал, я от папы скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня папа хлопал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству хлопанья попы. Вот подрасту и буду хлопать папу я сам. Мы отца не виним, мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним летать хорошо, называется порох. Мне б того порошка пол посыпать слегка, кинуть спичечку на пол. Как взлететь я хотел, что ж, коль сам не взлетел, так взлечу вместе с папой.
Торопись только, медленно, медленно. Потихоньку, потихоньку, давай. Давай, потихоньку, потихоньку, пошел. Испокон веков люди объединяются ради достижения какой-то цели, ради общих интересов. Так и нас в 2005 году объединила вместе страсть к путешествиям и любовь к машинам. Вы и не представляете, как мало нужно времени, чтобы 3 десятка незнакомых друг другу людей стали одной большой семьей. И вот сейчас, спустя каких-то 4 дня после начала нашего путешествия, мы находимся на высоте 1000 метров над уровнем моря. Вокруг горный пейзаж, множество ягоды, прекрасные озера и небольшие горные речки. Ну как не воспользоваться этим моментом, чтобы не испытать свою удачу и, как говорится, не поймать ее за хвост? Наступил второй этап соревнований Шинтоп Трофи. На этот раз участникам придется испытать себя в роли рыболова. Ловить можно везде, ловить можно на что угодно, но главное условие — вернуться в лагерь не позднее 3 часов. Там произойдет взвешивание рыбы и ее счет. Ну а главная снасть, на которую в основном мы будем рыбачить, это хороший спиннинг и хорошая блесна. И началось. Удочки, спиннинги, закидушки, просто леска с крючком. Все, что может пригодиться в рыбной ловле, пошло в ход. А один теперь уже наш с вами общий знакомый дайвер из Находки попытался с помощью своего трезубца заколоть какую-нибудь гигантскую рыбину прямо в водах озера Улут. Видимо, решил взять весом, а не количеством. Однако наши женщины из клуба «Леди за рулем» также оказались не из простачков. Не найдя поблизости дождевых червей, основной наживки рыболова, они решили сделать его сами. И из чего? Из туалетной бумаги и хлеба. Хотя, в общем, ничего странного. Ну кто не помнит выражение про колбасу или сосиски? Да ведь они же из туалетной бумаги, говорили когда-то. Так почему бы не попробовать обмануть таким способом и глупую рыбу? Не знаю, насколько это правдоподобно в истории рыболовства. Но вот видите, вроде что-то вот слепилось благодаря этой бумажке. Так, теперь попробуем нанизать на крючок. Немножко воду выдавить. И получилось, видите, вот такая вот такой туалетный червячок. Не знаю, понравился ли червяк из туалетной бумаги тамошней рыбе, но закидушку с ним мы больше не видели никогда. Да и вообще нам как-то не очень везло в рыбалке на горной речке. Может, отсутствие опыта сказывалось, может, снасти неподходящие. Однако мы с юмором относились к подобному времяпрепровождению. О, пошла. О, пошла. Рыба большая. Ох, красота. Потихонечку. Я сорвалась, нет. Гадость, а? Нет, блесну на другую, тут это не пойдет. Хотя был среди нас человек, который никогда не отступал перед трудностями. Олег Прокофьев вместе со своей серьезной машиной, которую за время путешествия уже успели прозвать «Базука», решил, если гора не идет к Магомеду, то мы сами до нее доедем. И ведь поехали, не зная брода, глубины, разрезая бурлящий поток, главное — вперед. И проехали. Однако на другом берегу Хариус нас тоже не ждал. Обратно пришлось пересекать речку против течения, поэтому заблаговременно загрузили в машину булыжники. Как оказалось, не напрасно. Без камней даже такую махину течения запросто бы снесло. Наверное, метров 15 снесло, да? Конкретно же. Видел, да? Проще парники.
Несмотря на все наше стремление победить, ни одной рыбешки нам поймать не удалось. На этот раз победу праздновала команда из Владивостока. Хотя ближе к вечеру, почистив весь улов, нашу экспедицию уже ждала дружеская уха Хариус Шинтоп. Как говорится, нет худа без добра.